Башкортостан все чаще занимает лидирующие позиции в экономических рейтингах России. Что это, случайность или все же закономерность и результат слаженной работы? Обсудим это прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Виталий Печаткин, кандидат экономических наук, доцент Института социальных и экономических исследований Уфимского научного центра РАН. Виталий Валентинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы все-таки как считаете, что это, случайность или закономерность? Это, естественно, закономерность и никакая не случайность, потому что в республике ведется целенаправленная работа по повышению конкурентоспособности нашей республики, оказываются меры государственной поддержки. И вот эти вот позиции, высокий рейтинг, это очень большой труд команды Радия Фаритовича Хабирова, которая очень результативно и эффективно работает. И я бы отметил, вот это и 5-е место по инвестиционной привлекательности, это и 1-е место по результативности деятельности Министерства промышленности, инноваций и энергетики Республики Башкортостан. Это и вхождение в тройку по реализации программы производительности труда. И об этом свидетельствуют показатели. Вот я даже специально здесь взял данные последние Башстата. И здесь можно привести такие данные, что сольдированный финансовый результат предприятий республики по сравнению с 2020 годом увеличился в 3 раза относительно этого 2020 года в 2021. Индекс продукции сельского хозяйства составил 103,6%. Ввод жилья 118,4%. Также очень отрадным является, что индекс промышленного производства составил 107,5% по сравнению с соответствующим периодом 2020 года. И это на 2,2% выше, чем среднероссийский уровень. Вот в этот период в большинстве промышленных видов деятельности в 21 из 29 достиг рост объемов производства. И в тройке лидеров здесь это производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, это рост в 2,4 раза, производство бумаги и бумажных изделий, рост в 2,3 раза, производство мебели, рост 1,7 раза. Необходимо ответить, многие могут тоже задать такой вопрос, а не связано ли это, скажем так, с эффектом низкой базы. Да, безусловно, здесь присутствует немножко эффект низкой базы относительно 2020 года, при этом это, скажем так, это оказало положительное влияние на динамику индексов производства, но самое главное это кропотливый труд команды Радия Хабирова. А по вашему мнению, что еще находится в основе движения вперед в республике на данный момент, несмотря на все сложности, вызванные пандемией коронавируса? Самое основное здесь, во-первых, следует сказать, что за этот период правительством и антикризисным штабом республики был принято 3 пакета антикризисных мер, которые позволили сгладить эту негативную тенденцию в развитии, эти кризисные явления в экономике. Это было сделано все вовремя, в точку все это попало, и предприятия это ощутили, и благодаря этому такого сильного спада в республике не было во время пандемии. Спад был на уровне 1,8%. Вначале думали, что этот спад будет гораздо больше, но этот спад достаточно небольшой, даже относительно среднероссийских показателей, там значительно больший спад. И помимо того, естественно, экономику делают люди, экономику двигают прежде всего работники предприятий, руководители предприятий. Все очень хорошо потрудились в этот период. Сейчас уже ситуация намного легче. И наметились позитивные тренды. И можно сказать, что уже сейчас промышленные предприятия, практически большинства видов экономической деятельности вышли на тренды до кризисного 2019 года и даже превысили эти показатели.
немножко там, значит, остаются по нефтянке вследствие того, что была конъюнктура цен немножко неблагоприятная, пандемический период. Но сейчас видим обратную ситуацию. Да, сейчас обратная ситуация, и уже рекордные темпы роста в декабре, и по итогам 2021 года и нефтянка наша вышла с ростом 100,5% относительно 2020 года. Этот рост будет в дальнейшем продолжаться. Ну, уверенность есть, да. Уверенность есть, это точно. Мы очень подробно проговорили про поддержку реального сектора экономики. Да? Как вы оцениваете взаимодействие, в том числе с федеральными органами власти у республики? Взаимодействие это налажено на данный момент на очень высоком уровне, и это даже не только моя оценка, это оценка министерств и ведомств Российской Федерации, наших министерств, которые как раз и попадают в то, что вот я ранее говорил, высокие позиции по рейтингам. Это как раз эффект эффективного взаимодействия. И Республика Башкортостан, она участвует во всех национальных проектах и достаточно успешно и результативно. Это все положительно сказывается и ощущается не только для предприятий, но и для граждан. Потому что мы сами видим, как позитивно меняется жизнь по количеству, по обеспеченности больницами, по, скажем так, транспорт столицы, транспортная система столицы совсем по-другому стала выглядеть и значительно улучшилась транспортная система. В поддержку ваших слов добавлю, что в ПФО Башкортостан на первом месте по новизне автобусов. Если пару лет назад средний возраст автобусов был 10 лет, сейчас он 3-4 года. Об этом также объявлял глава республики Ради Хабиров. Время остается немного. Давайте обсудим национальный проект «Производительность труда». Вы отчасти уже про него начали говорить. Первый вице-премьер правительства Башкортостана, министр экономического развития и инновационной политики Рустам Муратов сказал, что в 2022 году Башкортостан планирует достичь показателей этого нацпроекта, да, «Производительность труда». Ранее они планировались до 2024 года. Верите ли вы, что это возможно, благодаря чему? И как вы оцениваете реализацию нацпроекта «Производительность труда» у нас в Башкортостане? Это, очевидно, верю ли я? Я, безусловно, верю, что так это произойдет. Прогноз достаточно точный. Министерство экономического развития дает. Вот этот майский указ президента Путина, который 2018 года, он подразумевал рост на 5% производительности труда ежегодно. Сейчас уже вот в рамках реализации национального проекта производительности труда в республике отдельные предприятия показывают значительно больший рост производительности труда. При этом в рамках реализации этого национального проекта не требуется большого количества финансовых ресурсов из бюджета. Здесь задействованы другие механизмы. Здесь эффективно проходит обучение необходимым компетенциям как руководителей предприятий республики, так и, собственно говоря, самих работников. Здесь ведется учеба ведению бережливого производства, ведется работа по тому, как повысить производительность труда, при этом не сократить числа работников. Виталий Валентинович, правильно ли я понимаю, что задача перед предприятиями ставится в рамках этого нацпроекта «Производительность труда» такая: оптимизировать процессы и сэкономленные средства направить на повышение благосостояния работников, да, в том числе укрепление социальных пакетов каких-либо. Так ли это? Да, совершенно верно. Здесь вот в рамках реализации этого проекта уже достаточно много предприятий республики эффективно внедрили вот эти современные подходы. И даже более того, вот могу привести пример. ОЗК «Озна», значит, они внедрили проект, который занял
в конкурсе вот таких проектов на уровне Российской Федерации второго места. Это проект по наставничеству. Казалось бы, старое забытое советское прошлое, но когда молодой человек приходит на работу, ему нужно адаптироваться, и он не сразу может выйти на те показатели производительности труда. И вот это наставничество позволяет более короткий срок адаптироваться человеку и выйти на определенные параметры производительности труда. И вот даже вот такие, и это оптимизация бизнес-процессов с использованием цифровых технологий. Это да, безусловно. Здесь это только большой плюс, опять-таки небольшие затраты. И в целом есть отдельные примеры, когда рост благодаря вот этим только действиям производительности труда на предприятии составлял более 10%. Это выше, чем, собственно говоря, в задачах указа Путина. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Виталий Печаткин, кандидат экономических наук, доцент Института социально-экономических исследований Уфимского научного центра РАН. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.